Попалось мне на глаза одно произведение. Светлана Хмель его написала. Прям очень понравилось. Может, оно вам тоже попадалось. Если не попадалось, то послушайте его. Смотреть там особо нечего, а послушать будет вам, наверное, интересно. Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю все наоборот. Буду ему с 3 лет твердить: милый, ты не обязан становиться инженером, ты не должен быть юристом. Это не важно, кем ты станешь, когда вырастешь. Хочешь быть патологоанатомом? На здоровье. Футбольным комментатором? Пожалуйста. Клоуном в торговом центре? Отличный выбор. И в свое 30-летие он придет ко мне, этот потный, лысеющий клоун с потеками грима на лице, и скажет: мама, мне 30 лет, я клоун в торговом центре. Ты такую жизнь для меня хотела? Чем ты думала, мама, когда говорила мне, что высшее образование не обязательно? Чего ты хотела, мама, когда разрешала мне вместо математики играть с пацанами? А я скажу: милый, но я следовала за тобой во всем. Я не хотела давить на тебя. Ты не любил математику, ты любил играть с младшими ребятами. А он скажет: я не знал, к чему это приведет. Я был ребенком. Я не мог ничего решать. А ты, ты сломала мне жизнь. И разотрет грязным рукавом помаду по лицу. И тогда я встану, посмотрю на него внимательно и скажу: значит так, в мире есть два типа людей. Одни живут, а вторые ищут виноватых. И если ты этого не понимаешь, значит ты идиот. Он скажет ах и упадет в обморок. На психотерапию потребуется примерно 5 лет. Или не так? Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю все наоборот. Буду ему с 3 лет твердить: не будь идиотом, Владик, думай о будущем. Учи математику, Владик, если не хочешь всю жизнь быть оператором колл-центра. И в свое 30-летие он придет ко мне, этот потный, лысеющий программист с глубокими морщинами на лице, и скажет: мама, мне 30 лет. Я работаю в Google. Я впахиваю 20 часов в сутки, мама. У меня нет семьи. Чем ты думала, мама, когда говорила, что хорошая работа сделает меня счастливым? Чего ты добивалась, мама, когда заставляла меня учить математику? А я скажу: дорогой, но я хотела, чтобы ты получил хорошее образование. Я хотела, чтобы у тебя были все возможности, дорогой. А он скажет: а нахрена мне эти возможности, если я несчастен, мама? Я иду мимо клоуна в торговом центре и завидую им, мама. Они счастливы. Я мог бы быть на их месте, но ты, ты сломала мне жизнь. И потрет пальцами переносицу под очками. И тогда я встану, посмотрю на него внимательно и скажу: значит так, в мире есть два типа людей. Одни живут, а вторые все время жалуются. И если ты этого не понимаешь, значит ты идиот. Он скажет ох и упадет в обморок. На психотерапию потребуется примерно 5 лет. Или по-другому. Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю все наоборот. Буду ему с 3 лет твердить: я тут не для того, чтобы что-то творить. Я для того, чтобы тебя любить. Иди к папе, дорогой, спроси у него. Я не хочу быть крайней. Там я не для того, чтобы что-то твердить. Я тут для того, чтобы тебя любить. Иди к папе, дорогой, спроси у него. Я не хочу быть снова крайней. И в свое 30-летие он придет ко мне, этот потный, лысеющий режиссер, со среднерусской тоской в глазах, и скажет: мама, мне 30 лет. Я уже 30 лет пытаюсь добиться твоего внимания, мама. Я посвятил тебе 10 фильмов и 5 спектаклей. Я написала тебе книгу, мама. Мне кажется, тебе все равно. Почему ты никогда не высказывала своего мнения? Зачем ты все время отсылала меня к папе? А я скажу: дорогой, но я не хотела ничего решать за тебя. Я просто любила тебя, дорогой, а для совета у нас есть папа. А он скажет: а нахрена мне папины советы, если я спрашивал тебя, мама? Я всю жизнь добиваюсь твоего внимания, мама. Я помешан на тебе, мама. Я готова дать все, лишь бы хоть раз понять, что ты думаешь обо мне. Своим молчанием, своей отстраненностью ты сломала мне жизнь. И театрально закинет руку к колбу. И тогда я встану, посмотрю на него внимательно и скажу: значит так,
В мире есть два типа людей. Одни живут, а вторые все время чего-то ждут. И если ты этого не понимаешь, значит ты идиот. Он скажет «ах» и упадет в обморок. На психотерапию потребуется примерно 5 лет. Этот текст, ну, это автор пишет, хорошая профилактика нашего материнского перфекционизма, стремление быть идеальной мамой. Расслабьтесь. Как бы ни старались быть хорошими мамами, нашим детям будет все равно, что рассказать своему психотерапевту. Ну, вот такой текст. Мне понравился.